Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами. С добрым утром, Калининград! Сегодня Калининград будет говорить о том, куда поехать, если есть время и есть немного денег. Ну вот, например, Волгоград. Не поехать, а полететь. Мы продолжаем знакомиться с городами, в которые можно напрямую добраться из Калининграда, и, соответственно, связываемся с городами, чтобы узнать, а для чего непосредственно можно съездить в тот или иной город России. Сегодня едем по России и чуть-чуть заглянем за границу во второй половине программы. Ну а начнем с первой точки на карте. Сегодня это Волгоград. Об этом городе мы поговорим с краеведом. На связи со студией Роман Шкода из Волгограда. Роман, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с новостей. Тревожные сообщения о том, что Волгоград атакует Машка. Это что у вас такое? Как часто это бывает и насколько это опасно? Ну, это не такое тревожное, на самом деле, сообщение. Сообщение совершенно обычное для Волгограда. Действительно, в июне, как правило, в течение 2-3 недель юг России, это и Волгоград, и Астрахань, и соседние города, правда летает Машка по городу. Ну, такого критического ничего, конечно, нет, но гулять не особенно приятно. Она кусается? Поэтому Волгоград... Да? Кусается? Кусается, конечно. Ну, как комары, так же, только ее много, она налетает с разных сторон, не надо отмахиваться. А это надолго у вас или только в июне? Это где-то 2-3 недели. Это обычно у нас, как Волга начинает снижать уровень после весеннего паводка, она вылетает. И 2-3 недели, обычно это где-то с 5-10 июня, ну и где-то до 25-30 июня, такой не очень приятный для посещения Волгограда сезон. Потом немножко осталось терпеть. Да, 2 недельки. Роман, расскажите нам, пожалуйста, куда идти за волгоградским колоритом? Про Мамаев курган мы знаем. Еще какие есть достопримечательности главные? Ну, в Волгограде, на самом деле, конечно, сильно, так сказать, закрывают все остальные достопримечательности Родина-Мать. Это понятно, по понятным причинам. Но есть достаточно много другого интересного. Ну, скажем, если говорить о Сталинградской же битве, понятно, что большинство людей, когда приезжают в Волгоград, в первую очередь интересуются этой тематикой, то это музей «Панорама», очень большой музей с очень мощной экспозицией и с сохранившимися застройкой времен Сталинградской битвы. То есть там мельница Гергард стоит, огромное здание, которое не восстанавливали после Сталинградской битвы, он так стоит в руинах. Если говорить о других темах, скажем, у нас есть так называемая Старая Сарепта. Это очень трудно себе представить, но в Волгограде есть немецкая застройка 18 века. Ух ты. Наверное, он роднится с этим, с Калининградом. Немцы-колонисты, которые, кернгутеры, было такое движение в Германии, они проповедовали христианство среди, так сказать, язычников, в данном случае калмыков, которые тут неподалеку живут, и основали городок, который назывался Сарепта. Сегодня он вошел в черту Волгограда, и там сохранилась церковная площадь, здания, построенные в 1760-х, 1780-х годах. Тоже очень интересное место. А что касается, кстати, перекликаний с Калининградом, то у нас еще рифмуются же города. Волгоград, Калининград, но это так, наблюдение. А что касается особенностей города, мы тоже немножко почитали, говорят, что это один из самых длинных городов России вдоль берегов Волги. Он вытянут чуть ли там не на 100 километров. В связи с этим, в каком районе лучше останавливаться? Вообще, как с этой точки зрения лучше спланировать свою поездку, чтобы это все было не очень далеко от основных достопримечательностей?
Волгоград, конечно, интересен тем, что он очень длинный, и за счет этого вот нет ощущения целостного города, как бывает в классическом традиционном городе, есть центр, окраины. И вот за счет вот этой растянутости вдоль Волги на несколько десятков километров город как бы разделяется на несколько, частей. И у Волгограда как бы несколько центров. То есть есть, так сказать, центральный центр, есть на юге города там южный центр, Красноармейский район, на севере свой. Вот, но, конечно, самый, так сказать, традиционно посещаемый туристами удобный это центральный или Ворошиловский районы Волгограда. Вот, в принципе, достопримечательности основные, все доступны из центра. Ну, там, скажем, та же старая Сарепта, которая говорила на юге, это, придется как бы проехать туда, ничего страшного, нет такого, лучше в центре. Угу. А по реке, есть ли экскурсии по реке, вообще насколько интересно прокатиться по Волге? По реке экскурсии есть, но это нужно продумывать заранее, потому что бывают стандартные, там, скажем, если вы придете к речному вокзалу, да, там будут стоять какие-нибудь прогулочные пароходики, там можно будет походить, поплавать туда-сюда вдоль берега. Я не скажу, что это прям супер интересно, так, провести время на Волге можно. Но есть достаточно интересные форматы, скажем, прохождение через шлюзы Волго-Донского канала, есть такой формат. Но это нужно заранее планировать, интересоваться сроками, когда это происходит, и лучше созваниваться. Интересные вещи есть. Роман, а вообще насколько Волгоград сейчас заточен под туристов? Вот у нас в Калининграде пошел турист и стал дефицит экскурсоводов, например. То есть их просто не хватает. Вот у вас с этой точки зрения можно ли какие-то оригинальные вещи для туристов подобрать и насколько это распространено с точки зрения предложения? В Волгограде сейчас, конечно, много туристов, прямо сейчас сложно сказать, в мае, когда... Из-за Машки не видно, особенно... В мае было очень много людей, то есть на майские праздники Волгоград посещать не очень правильное решение, потому что, реально много людей. Вот сейчас поменьше, в принципе, экскурсовода найти не так сложно, вполне реально. Не обязательно ориентироваться именно на экскурсовода. В Волгограде очень интересный центр города. Это город, застройка сталинского периода, он достаточно оригинален на фоне других российских городов, и можно просто погулять, посмотреть и самостоятельно. А найти экскурсовода не такая большая проблема. В принципе, люди есть. Царицына почти не осталось, да, после всех этих военных дел? Или есть все-таки уголки, которые удалось сохранить? Царицына, то есть старого города, как он назывался, до 1925 года, достаточно много, просто большинство людей как-то заточены именно на сталинградский период. Есть экскурсии, посвященные полностью старому городу, и хотя не сохранилось каких-то больших целостных комплексов застройки, но на самом деле, несколько сотен исторических зданий в городе есть, и довоенных, и дореволюционных, и они достаточно интересные, любопытные, и по ним есть отдельные маршруты тоже. Роман, а вот Антон в Вайбер спрашивает нас, танцующий мост еще целый? Танцующий мост целый. Значит, на самом деле, после той истории, когда он раскачался по удивительной амплитуде и получил, собственно говоря, свое название, с тех пор его там немножко переустроили, и все, он больше не колеблется. Не танцует. У нас есть танцующий лес, там танцующий мост. Тоже города побратимы. Давайте теперь к вещам, о которых мы не знаем. Но поговаривают, что в Волгограде летом жара. В июле месяце, например, очень жарко. Насколько это соответствует действительности и по вашим меркам жара это сколько? Сейчас около 30 градусов, 27-28 в тени. В принципе, это обычная температура для июня. Бывает прохладнее, бывает жарче. Какой-то экстремальная жара, конечно, случается, но не каждый год и не постоянно. То есть бывает у нас там ужасы всякие происходят до 50 градусов, но это редко на самом деле. Обычное лето, оно где-то так 30-35, больше не поднимается. В связи с этим вопросом... Проблемы у нас, не проблема, а особенность то, что
эта температура держится круглосуточно. Люди из многих других северных регионов, там, Сибири, когда приезжают, они привыкли, что у них может быть днем жарко, а ночью прохладно. Здесь вот эти 28-30, они держатся подчас круглые сутки, и ночью так же точно, как и днем. А пляжи в городе есть? Можно в Волге пойти и окунуться в Волгу? К сожалению, все пляжи Волгограда официальные на левом противоположном берегу. То есть к ним надо либо на кораблике добираться, либо через мост переезжать. В самом городе, по крайней мере, в центральной части официальных пляжей нет. Купание везде почти запрещено из-за довольно интенсивного движения и не очень хорошего состояния Волги именно вдоль Волгоградского берега. Поэтому пляж есть, но на другом берегу. Главное волгоградское блюдо – это рыба какая-нибудь наверняка? Ой, вы знаете, тут большие споры идут на этот счет в городе. У нас очень любят в качестве местного колорита выдавать так называемую киевскую котлету. Это такая куриная котлета в сухарях, специальным образом приготовленная. Ее тут продают кругом. Вот считается она кулинарной визитной карточкой Волгограда. Ага. А главный сувенир волгоградский? Сувенир, конечно, у нас в основном связан с родиной матерью, поскольку из Сталинградской битвы, поскольку об этом знают все, к этому все стремятся в первую очередь, и поэтому, конечно, вы везде увидите что-то связанное с родиной матерью, хотя на самом деле сувениров разных много, и если так вот задаться целью, то можно много чего интересного найти. Спасибо большое. Спасибо, Роман. Будет искать легче. Благодаря Роману Шкоде с нами на связи был краевед из Волгограда, который, в общем-то, с любовью о своем городе поведал нам. Ну что, выяснили, что в июне лучше не соваться, там мошкой все занято. Ну а что касается теплого воздуха, то за этим в Волгоград можно отправляться в июле месяце. Посмотрел я, что касается наличия билетов. Я посмотрела. Туда-сюда 10 тысяч, да? В общем-то, в среднем 800. можно улететь из Калининграда и обратно. Так что имейте это в виду. Ну а мы после небольшой паузы вернемся, и впереди у нас Белгород и Минск.